Не осталось живого места. «Лада» 14-й модели превратилась в груду бесформенного металлолома после столкновения с «Газелью» на улице Голубятникова. По счастливой случайности 38-летний водитель легковушки остался в живых, однако к приезду медиков потерял сознание. В чем заподозрили автомобилиста и на какой скорости он двигался до момента аварии, знает Айгуль Бадруддинова. Это что за удар-то был такой, а? Несмотря на то, что от автомобиля практически ничего не осталось, его водитель остался в живых. Как его грузят в скорую помощь, очевидцы сняли на мобильные телефоны. Сказали, что скоро все узнают. От удара он потерял сознание, однако позже в больнице мужчина пришел в себя. У водителя «Лады» заметили признаки алкогольного опьянения. Скорость, на которой он двигался, говорят очевидцы, была просто запредельной. По информации, кто-то говорит 120, кто-то говорит 150 ехал. Ну извини, какую машину развернуть 3 тонны-то? Стоящую машину. На момент столкновения водителя «Газели» в салоне не было. Его автомобиль был припаркован в нескольких метрах от того места, где владелец после аварии увидел свой грузовик. Вот только развернут он был совсем в противоположном направлении. Водитель автомобиля 14 двигался со стороны улицы Чайкова по улице Голубятникова в направлении улицы Мусина. Не выбрал безопасную скорость движения, а также дистанцию, в результате чего совершил столкновение с припаркованным транспортным средством «Газель». В результате дорожного транспортного происшествия водитель 14 получил телесные повреждения и был госпитализирован в 7-ю городскую больницу. Впрочем, владелец «Газели» уверен, что последствия этой аварии могли бы быть еще гораздо более серьезными. Смотри, вот, видно же, здесь мост ушел. Мост, бензобак, ладно, не газовый баллон взорвалось бы, все люди пострадали. Если «Газель» еще подлежит восстановлению, то легковушка может отправиться только на металлолом. Айгуль Бадруддинова, Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112.